Маршал Дущук, здравствуйте! В студии Диана Хармуш. Это информационная программа «Неделя». Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях прошедших 7 дней. Но сначала коротко о главном. День, когда оборвалась жизнь героя. В Чеченской Республике прошли религиозные мероприятия в память об Ахмате Хаджи Кадырове. Ждем только приказа. Чеченские спецподразделения готовы взять Бахмут, заявил глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Медицину на новый уровень поднимают в Чеченской Республике. Рамзан Хаджи Кадыров передал региональному Минздраву 109 новых автомобилей. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Он рассказал о качествах лучших людей. طول قصد برختر أدم قصد ندال إذا الأدم ديوش متها من المؤمنين مؤمنا خم يقع برهون رجال قون خيبوه دال صدقوا ما عهد الله عليه ديل شاشين يلجاو قوشين أدم مؤمنا خ شورت خلرخ دال يش قصدنا مو قصدنا عن الجتان يقع قون خيبرهون ديل شاشين يلجاو قوشين ألا بيلقل بأخنا دال إيشك قلنا أز إيشك يقعها بولت قلنا دال طول قلنا أز طول يقعها جوهر قلنا دال باش قلنا دال مؤمنا خن يقع قون خي قلنير ألا قون خي بيلقل باخر بحن هدعون ألجا دال يلشنو عليه الصلاة والسلام شي أصحاب شبيش متها دال يلشنو ألا خياركم في الجاهلية شن يقع رجهل زامن قع قون خي خلرش خياركم في الإسلام بوصل دينح قون خي برش أل يبوه كودو دال أدم قل أدم قل شأت أدم جحا خزغل قل يخزغل قوة أدم باش قاستوشدو. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. По всей республике прошли религиозные мероприятия, посвященные памяти первого президента Чеченской Республики. В доме Магомеда Кадырова собрались богословы региона, родственники и односельчане Ахмата Хаджи Кадырова. Участие в них принял Рамзан Хаджи Кадыров. Поминая Всевышнего и благословляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, собравшиеся совершили обряды зикр и мовлид. После этого они прочитали дуа. شقبيلنا ويقام تهن إيش بررجير دقالوش إيش أحمد حاجي حرمتنا يرساق دو قردوي تسير بيركت وي باتش حلقي وي مخكي قاتش وردوي تهن أوكرانيا عبرش بول إيزولومية طم هو وي مخك سبا أيته دوزن الدحة دحلو يشح شو قاتش لي ستو أدخل بوين الله وقوم تولبوا لك أنت أثبتي بهنا ومخكدة رمضان حجين لأمسة وقريشة جيجر دالوش برش نخشي ريسبوبليكيرة قامدو دال تان ويدوقدو ساعة تسير دقاش إيش لربوي دال. Религиозные мероприятия в память о первом президенте Чеченской Республики, герое России Ахмате Хаджи Кадырове прошли в доме главы региона. Сотни мюридов шейха Илысхани, да будет возвышена его святость, объединились в единый зикр, восхваляя Всевышнего. Богословы отметили, что уход из жизни героя Ахмата Хаджи Кадырова стал большой утратой для всего чеченского народа, ради которого он и погиб на пути джихада.
Спецподразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск. Об этом глава региона объявил в ходе встречи с командирами подразделений. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что чеченские бойцы готовы взять Бахмут и ждут приказа Верховного главнокомандующего. Также в ходе встречи глава республики подписал письмо на имя президента страны. Подробнее в нашем сюжете. Ассаламу алейкум. Повышение эффективности чеченских подразделений, ход спецоперации, актуальные вопросы. Это и многое другое Рамзан Хаджи Кадыров обсуждает с командирами чеченских спецподразделений. Глава региона рассказал собравшимся о дальнейших планах в зоне проведения специальной военной операции, в частности о ситуации в Артемовске. وليلو دي زغدوش وليلو شدوش حدوش حدا كندود اك دحر سبيرو نيد ويبولكيش امون باتالونش اك بين توام وينجينا يو مريو بري تاغان لير سن سيتواتي يو تيغا سيادول دي سيادول كدا بامبا بي تشيدا وي سيادول وين ايلن داش ادم كرتاو شوتشينا بوش موينا хаташ дон военный генерал Цецбюрш дон. В ходе совещания глава республики заявил, что подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться, чтобы занять позиции ЧВК «Вагнер». Бойцы находятся в полной боевой готовности и ожидают приказа Верховного главнокомандующего. Ситуация организации ЧВК «Вагнер», неприятные отношения, ситуации государства. ЧВК «Вагнер» и его отряд, я сказал пару слов, поддержать руководство «Вагнера», чтобы он не вел себя неправильным образом. Я думал, что он всегда говорил, по понятиям живет. Я думал, что он по понятиям меня поймет. Оказывается, он не понял, быстро предложил передать нам Бахмут. Алхамдулиллах, хвала Всевышнему. Я не знаю, как вы, я горд и счастлив, что он нам передал, и участок мы быстро заберем и уничтожим самых ярых шайтанов. Аллаху Акбар! Самых ярых сатанистов и тех людей, которые сегодня искажают религию, всех религий, и в частности ислам. Поэтому я сегодня пригласил вас. У нас сегодня, завтра выезжает батальон Север и Юг, по-моему, да, полк, да, и ОМОН Ахмат. Сейчас больше будет выезжать наших полков и батальонов, больше будет выезжать добровольцев, да. Защита Родины – долг каждого гражданина, подчеркивает Рамзан Хаджи Кадыров. Глава региона призывает всех, кому не безразлична судьба страны, участвовать в специальной военной операции. Для них будут созданы все условия. Я приглашаю чеченских настоящих мужчин, которые так не любили тех, кто посягает на религию ислам, на обычаи, традиции. Для них сегодня мы создаем все условия, оружие, одеваем, обуваем, деньги даем, все условия, чтобы они могли реализовать свою мечту. Мы создадим все условия, поэтому настоящие чеченцы, братья мои, сегодня нам еще раз досталось участок, который мы с удовольствием приняли. И с сегодняшнего дня мы готовимся. И там уже на месте Аптин Аронович занимается. И Адам уже в Москве начал заниматься этим вопросом. Здесь мы сейчас посчитаем, сколько батальонов, полков у нас готовы выехать. И сколько батальонов при РОВД, которые мы обучали, ГБР, сколько их есть, столько поэтапно мы будем отправлять. А нашим братьям, которые сегодня живут в Чечне, и хотели всегда проявить себя, мы предоставим для них тоже условия. Если хотят МВД, если хотят Нацгвардии, если хотят Минобороны, не имеет значения. Мы дадим для них тоже условия. Несколько подразделений уже отправились в зону проведения спецоперации. Региональный оперативный штаб оказывает бойцам всю необходимую помощь, отмечает глава республики. Все сегодняшнего дня должны быть готовы. Магомед Ходжа Ахмедович, он будет доводить до вас, кто первым будет выезжать. Мы поэтапно будем выезжать. ЧВК, Вагнер, пока мы полностью не возьмем все позиции, они будут в обороне стоять, хотят или не хотят они этого. И после того, как мы полностью заберем все позиции, тогда мы будем дальше продолжать, полностью благоустроим территорию настоящими мужчинами. Только тогда скажем Вагнеру дальше, как они должны вести себя. А так у нас достаточно сил и средств. У нас абсолютно у всех подразделений все есть для того, чтобы выполнять боевые задачи. Если у кого что-то не хватает, сегодня пусть обращается в штаб. У нас в штабе Даудов, Алханов, Бисмурадов, Цакаев, Кадыров, Далимханов, Ирасханов, Тагиров,
Тумхаджиев, все в штабе. И все условия, которые нужны, мы быстро создадим, быстро решим все проблемные вопросы, если они существуют. И Бахмут — это просто игра, шахматная игра, которую он играл Женя. И сегодня он не туда попался, нам не интересны их интриги, нам интересен враг. Жители региона стараются поддержать бойцов на линии фронта чтением дуа и совершением молитв. В мечетях республики ежедневно совершают тахаджуд намазы, читают дуа и раздают милостыню. Сирии, Саудовской Аравии, угиддигнах, да, именно Коран читаешь, десятки тысяч имен, да, именно Коран читаешь, вуен салават читаешь, мел далош хор, таджуд рамашка, мел далош шудуешь, так, ويدوش دال ويخل الخستن بيش ويد خلدو ويعلم نحبو ويديك نحبو يقرأ تعم يلي الأعصى عاش يشاك تيس تشو مثلا مليون بالتراب نسلين ديشتك دوغ دكتور ويدا ملوكشو أسلوبش كاد ويد أوشكت أحيوش متى يشمن ملوكش مداخيش تعم يلا يوريت يوشو تعم ميوش رسبرسنا ديش ولا دون ديونس 9% شابي جدا هي على كيس بوس فقريش здраво мыслящий шабي شيدون. Необходимую помощь и поддержку бойцам, участвующим в спецоперации, оказывает региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также фонд помогает семьям бойцов и жителям освобожденных территорий. За все это время توام دعونا إذا دنيا دخني بيشون ده دنيا دخني خلشي بايد بات صنع إز ديل دعوان ديل نيق دعها دعج والسغلش وديل يسخله ودوح ديل بتش أحمد علي ترخ الفوندو إز فوند كيجي على ومحكنا عن أمانوس دعونا حر تواتش تردو فوري لا رمزاغ مانش يه ني ماشينش سبيتس ترانسبورت أو ورالش كماش تاقا ود دقبرس شو اشتايفونيو أخمات الديوان إيمنا بد حركة وصلوا يوش ديوانين ماشين شو 989 спец автотранспорт фонду яца. Из них 129 бронированных яца. Рамзан Мач, коптер, тепловизор, так дукум дукцию и вообще дюч дать. Плюс за все это время 22 тысячи тонн гуманитарной помощи дает на фонду. Суюка медоборудование, скорой помощи, дукум дукай совещания, ودريجي غوش كتاب سلام خل سويشاني يريد أنا полупредво Министерство обороны командующий округом صار مسارات أنا شيء غوا республики أنا ومحكي أنا دعال على جاش بركليتس دوق بركلدر نوختي تشوسن محكدا نوختي محكدا سن أنا وأسوأ أنا دعلاتس إزغنا أبوه بتش حلقة أنا دعال لا أنا صار ألدل بركل. В завершении встречи глава региона подписал письмо на имя президента страны Владимира Владимировича Путина о готовности взять город Бахмут и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделения Ахмат. Диана Хармуш, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Серноводском районе открыли военный городок полка Север-Ахмат. В торжественной церемонии приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров, замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Алексей Авдеев и другие официальные лица. Общая площадь военного городка составляет более 50 гектаров. Он оснащен всем необходимым для несения службы. На открытие военного городка Рамзан Хаджи Кадыров прибыл вместе с заместителем министра обороны страны Тимуром Ивановым. Но сначала они почтили память первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в честь которого здесь возвели мемориал.
Здесь будет размещаться 78-й мотострелковый полк «Север Ахмат». Весь его личный состав численностью 3300 бойцов на торжественном построении. Рамзан Хаджикадыров поздравил всех с Днем Великой Победы и отметил, что уровень подготовки чеченских бойцов позволяет выполнить любую задачу. В годы Великой Отечественной войны тысячи чеченцев добровольно ушли на фронт. Лучшие сыновья нашего народа мужественно защищали Брестскую крепость, Москву, Сталинград и Кавказ. Сегодня вы, как и ваши предки, готовы выполнить историческую миссию на передовой, обеспечивать победу над нацизмом, защищать Родину. Я внимательно следил за ходом строительства этого объекта и посещал строительную площадку. Военнослужащие должны иметь отличные условия не только для службы, но и для отдыха, поддержания боевой формы и совершения молитвы. Только тогда могут бойцы вкладываться на максимум. На обширной территории военного городка созданы все условия для проживания и несения службы. Казармы и общежития, спортивный стадион и полоса препятствий, а также мечеть. В полке Ахмат-Север служат бойцы, у которых за плечами большой опыт участия в горячих точках, работы в других силовых структурах. Уверен, что вы с честью будете нести службу, успешно решать задачи любой сложности. Я хочу поблагодарить руководство Министерства обороны за то, что в такой короткий срок были созданы такие хорошие условия для наших военнослужащих. Бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции, Рамзан Хаджикадыров вручил государственные награды. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени с мечами подполковник Тушаев Магомед Салаудинович, командир 96-го полка оперативного назначения, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Также глава региона вручил медали за заслуги перед Чеченской Республикой высшему командованию Минобороны. Награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Иванов Тимур Вадимович, заместитель министра обороны Российской Федерации, подполковник Пузиков Сергей Николаевич, старший офицер отдела планирования применения войск. В свою очередь, заместитель министра обороны Тимур Иванов отметил, что современные условия в гарнизоне позволят выполнять боевые задачи на высоком уровне. Благодаря плодотворному сотрудничеству Министерства ведомств Чеченской Республики, координации со стороны Министерства обороны Российской Федерации, удалось возвести военный городок с социально-бытовой инфраструктурой, отвечающей самым современным требованиям и условиям для проживания и прохождения воинской службы. Открытие такого военного городка, да и в целом строительство новых военных объектов Министерства обороны, безусловно, повышает работоспособность и обороноспособность страны и престиж российской армии. От себя лично хочу всех поздравить с наступающей 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и лично выразить благодарность за внесенный вклад в создание очередного военного объекта главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и пожелать всем нам идти только вперед и только к победе. Здесь же глава республики и заместитель министра обороны ответили на вопросы журналистов, в том числе французского издания. Уровень оснащенности всех бойцов и специальной техникой, материально-техническими обеспечением, а также вся инфраструктура, которая создается на территории, она является одной из самых лучших. И мы убедились с Рамзаном Ахматовичем неоднократно, лично принимали решения в разработке и утверждении определенных решений, конструктивных и эстетических, максимально созданы условия для комфортного пребывания наших братьев, для того, чтобы они вернулись и спокойно продолжали службу во имя нашей Родины. Чем вы это объясняете факт, что до сих пор нет явной военной победы со стороны России? Чем вы это объясняете? На самом деле, да, надо у французов задать вопрос, да, чего они хотят от России. Мы, граждане, которые хотим жить, да, в мире согласия со всеми народами. Сначала экономическая, да, блокада, потом физическая, да. И как я ответил, Запад, Европа все объединились вокруг Украины и хотят уничтожить Россию. Поэтому для одного государства, как я сказал, он не так быстро победит, десятки государств, которые в лице Америки выступают против нашего государства. Поэтому победим однозначно, уничтожим сатанизм, экстремизм, как мы победили в Чечне этих шайтанов, так и победим и на Украине. Затем гости лично оценили условия, в которых бойцы будут нести службу. Солидно очень сделано, очень.
Сейчас нам надо еще переловить туда. Все поставим. Поставить, да? Ну, аппаратура есть, все есть. Потихоньку, да. Передвигаться. Молодцы. Большое спасибо, конечно. Потом приедем, покушать, посидеть, отдельно. Новый гарнизон построен Министерством обороны при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Его возвели за рекордно короткий срок. Специалисты справились меньше, чем за год. На территории свыше 50 гектаров, 4 казармы, 2 общежития, административные блоки с учебными классами, большой спортзал и тренировочные площадки. Но и это не все. Помимо комфортных казарм, вместо тренировок не забыли про духовную составляющую. На территории военного городка построили большую мечеть. Бухамажу Малlela Адам Яхяев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Автопарк Министерства здравоохранения увеличился на 109 новых автомобилей. Такой подарок Министерству передал глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров в рамках национального проекта здравоохранения. 65 машин модели «Лада Гранта» и 44 автомобиля модели «Лада Нева» в последующем будут переданы в 14 медицинских учреждений региона. Рамзан Хаджи Кадыров лично осмотрел автомобили и отметил, что при бережной эксплуатации и аккуратной езде во много раз повысится оперативность и качество оказания услуг населению. شوچه کی سریال لرلوش لیل چندان وين جينا چند تقديش دان اواري دان يلا خوار باشه يو هاي جين اواري دان وصو چكو شك ملي شدي على وانا عافي شي تصور ورد اوش دان سو مثلا بوكل باكن سو دان شي شو ولا شي وشين شو مشان اول دي عاي كانوا يلا خوار مش يو هاي تقوين تشيك وار عندوش ملي وانا عارف بارت شين يا بونش لديني عارف إثنين دعوة شو سكور ستي وانا عارف وما أخذ مدرس الدراسة وين تعبوا ناخبوا يا جنول يا زين يا زيتنا دوت إيه عشان ما يقليل بوي على أصلا ليل واس بوك حلاوة شو يقل على ده صاحو ليل واس ده ويا زيتنا أوجل شو ما يقل ده شو سيء ده ليل واس شو ما يقليل وده أصلا ده ويلر بيعالده تعرف شو يقلروا بيز ده شعب عنده نية بوهم بحث بيشينا شيء صعب جانا. С рабочим визитом Чеченскую Республику посетил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. Первым пунктом посещения стал Итумкалинский район, в котором прошло торжественное открытие рыбного хозяйства. Рамзан Хаджи Кадыров, министр сельского хозяйства, осмотрели бассейны и их обитателей. Кроме того, министр вместе с главой республики посетил церемонию ввода в эксплуатацию Аргунского гидроузла. Подробнее в следующем материале. Визит министра сельского хозяйства Российской Федерации в Чеченскую Республику начинается с открытия крупного рыбного хозяйства. На торжественное событие Рамзан Хаджи Кадыров, Дмитрий Патрушев и другие высокопоставленные чиновники прибыли в Итумкалинский район. Глава региона отметил, что подобные объекты имеют большое значение не только для экономики, но и для туризма, так как здесь есть рестораны, дома для отдыха и многое другое. Особо хочу отметить, что на ферме созданы прекрасные условия для отдыха, гостевые домики, специальные бассейны для рыбалки и ресторан, где можно попробовать самую свежую рыбу. Для реализации этого инвестпроекта было привлечено более 700 миллионов рублей. Благодаря этому создано более 30 рабочих мест. Наш регион всегда был богат природными ресурсами и потенциалом для развития сельского туризма в горных районах. Уверен, Итумкалинский рыбхоз станет важным шагом развития отрасли рыбного хозяйства в нашей республике. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. На территории объекта 46 бассейнов, где будут разводить такую редкую рыбу, как стерлядь-альбинос, персидский осетр, форель янтарная, радужная и другие. Всего здесь около 20 тысяч особей. Министр сельского хозяйства страны поздравил с открытием такого значимого объекта. В целом отмечу, что направление аквакультуры в нашей стране в последние годы достаточно динамично развивается. По итогам прошлого года произведено более 380 тысяч тонн этой продукции. Это на 75% больше, чем буквально еще 5 лет назад. Рассчитываем, что у нас, конечно же, объемы будут продолжать расти, будут продолжать планомерно увеличиваться, в том числе благодаря вводу новых объектов, подобных этому. И со своей стороны мы, конечно же, продолжим оказывать всю необходимую поддержку рыбоводческим хозяйствам, которые в ней нуждаются. Ну и в завершении, конечно же, хочу поздравить, Рамзан Ахматович, вас и всех присутствующих с открытием нового хозяйства. Далее собравшиеся осмотрели условия, в которых будет разводиться рыба. Также они попробовали черную икру, которую здесь будут производить. Белуга,
Угощайтесь, подходите. Сегодня специально не завтракал, чтобы исправить надо, да, вегетационное качество. Голодный, это свежепробойная, которая, да? Свежак прям, да? Да. Вот продукция уже дом. Баночку дом. Продавать то, Отправьте дом, министерство дом. Обязательно. После Рамзан Хаджикадыров и Дмитрий Патрушев провели рабочую встречу в Ведучи. Глава республики поблагодарил министра за помощь в реализации ряда проектов по развитию агропромышленного комплекса региона. Приветствую Чеченской Республики. Нам очень приятно видеть вас в республике с позитивным направлением развития сельского хозяйства. Это есть жизнь человека. Все, что мы кушаем, то это дает земля. Все, что касается земельного направления, занимаетесь вы и успешно у вас получается. Да, я исхожу из той ситуации, которая складывается у нас в республике. Да, мы все направления благодаря вам развиваем. И хочу сказать слова благодарности за то, что вы сами лично вникаете в проблемные вопросы и решаете их, даете поручения по профильным направлениям. И наше министерство сегодня не отстает, делает свои результаты, дают свои плоды. Мы сегодня еще откроем некоторые объекты. Это все благодаря вам. Спасибо большое еще раз, что вы лично приехали в республику увидеть и поучаствовать. Спасибо, уважаемый Рамзан Ахматович. Во-первых, я хочу поблагодарить за насыщенную деловую программу и то внимание, которое вы лично и ваша команда уделяет развитию агропромышленного комплекса региона. Но прежде чем перейти к обсуждению, хочу затронуть одну очень важную и для вас вещь, и для нас тоже. 10 мая была важная памятная дата для вашего региона и всех жителей Чечни, День памяти и скорби народов Чеченской Республики. Вклад жителей республики и, конечно же, первого президента Чечни Ахмата Хаджикадырова в дело защиты нашей Родины сложно переоценить. Конечно, мы все помним и дальше будем отмечать таким образом, чтобы память всегда была жива. Это, на мой взгляд, крайне важно. Следующий пункт в рабочем визите министра – Отгунский гидроузел. Он открывается после масштабной реконструкции. Объект обеспечит водой сельскохозяйственные угодья площадью свыше 23 тысяч гектаров, а также 54 гектара пастбищ. На реконструкцию объекта были привлечены средства из федерального бюджета на сумму свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Хочу отметить, что все работы выполнены качественно и опережением графика. Я уверен, Отгунский гидроузел станет ключевым элементом развития сельского хозяйства нашей республики. Мы должны использовать все возможности, чтобы Чеченская Республика стала в полной мере аграрной республикой на Северном Кавказе. Я благодарю министра сельского хозяйства России за поддержку в реализации этого проекта, а также всех, кто принимает участие в развитии агропромышленного комплекса Чеченской Республики. Рамзан Хаджикадыров наградил Дмитрия Патрушева высшей наградой Чеченской Республики орденом Кадырова. Указом главы Чеченской Республики за особые выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, награждается орденом Кадырова Патрушев Дмитрий Николаевич, министр сельского хозяйства Российской Федерации. После торжественной части гости осмотрели территорию комплекса. Смотрите, и такого не было. Теперь можно и какие-то пикники устраивать на берегу. Здорово. Основное угодье кукурузы в этой стороне. В Советском Союзе тут герой социалистического труда один чеченец получил. Вот это было все потеряно, потому что воды не было. Основное кукурузное угодье в эту сторону Росматанского. Спасибо большое. Нужно, необходимо. Ну и просто если так делать, мы и дальше будем делать. Там официально надо, чтобы деньги зашли, быстро были освоены и получили конечный результат. Делаем дальше, говорю. Еще один пункт в рабочем визите министра – комплекс после уборочной обработки зерна. Общая площадь объекта – 36 гектаров. Здесь высокомеханизированные элеваторы. Также в проект входят оптово-распределительный центр и мукомольный завод. Завершить проект планируется в 2025 году. Вот это мукомольная.
Это наш элеватор, где мы сейчас находимся. Это оптово-распределительный центр, который будет строиться... Старый элеватор, вот он. Да, старый вот здесь. Да, вот он. Но здесь нету его, да. Вместимостью 30 тысяч тонн. И там же перерабатывается, делается мука, старая тоже. Ну, там где сейчас хранится или как? Да, хранится. Вы это делали вместе с Росагролизингом? Да, Росагролизинг, финансирование Росагролизинга, 1,4 миллиарда. Недавно сваи забивали дома. Тоже быстро? Да, очень быстро построили. Это все Воронеж-Сельмаш, воронежское предприятие. За сколько? За год, наверное? Года нет. Меньше даже. Я когда приезжал, там сейчас недавно осенью, там сваи были. Оборудование? Воронеж-Сельмаш. Все, ничего импортного. Ничего импортного нет, да? То есть он первый случай, по-моему, да, после санкций? Достойно, что нет импортного оборудования. Гости направились в парк сельскохозяйственной техники «Стандарт-С». Здесь глава республики наградил медалью за заслуги перед Чеченской республикой генерального директора Росагролизинга Павла Косова. Указом главы Чеченской республики за заслуги в развитии отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Чеченской республики награждается медалью за заслуги перед Чеченской республикой Косов Павел Николаевич, генеральный директор акционерного общества «Росагролизинг». По окончанию рабочего визита министр сельского хозяйства страны проводил лично Рамзан Хаджи Кадыров, Мухаммад Джамаллы, Ибрагим Батаев, Маусад Даудов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики. Неделя. Возвращаемся к главным событиям недели, посвященным Дню памяти и скорби. Богословы, общественные деятели, родные и близкие Ахмата Хаджи Кадырова собрались в его родовом селе. Они посетили могилу первого президента Чеченской республики. بيوخشمني بقر هذا كان غازو تادي الغلا دال غازو قبول عنداجي دال يلسمني عشوال والله اسخينا حلوال تقويتي الج والله واسر يوزك حلوي روش تق مواسر يشيت إلى أسبوع روش تق مواسر عنداج مك خوين خور لقى دين حلا خلا وردا إمنا بقوا يشور يبقوا يشور شيقوم دي خال دي Ко Дню памяти и скорби в регионе многократно прочитали Коран, салаваты пророку и провели благотворительные акции. В своем дуа муфти республики попросил Всевышнего принять эти деяния. إنعمت ويديتس دمجر دولش داتس أقو ديل دو حجن دولش دولقا ويديتس دمجر دولش داتس ويت إحين وت إحيرش إحين تعدق ديزاش حيق دير دولش خ ديزاش هنا الشيء دال شا شي نعمت ديتس نخل والش والستك إذا شا شين خم سبين شار يا خوباخ لا إن شكرتم بعد الأش نجعسن شي خمبح لا أزيدنكم شاءلك بعض شع شوز قاعدين دال دير دوينس شعدش دير شو صوت دوش عني عير مواتشا. Ко Дню памяти и скорби народов Чеченской республики в религиозном центре Хаджибяш совершили зикр. Также провели обряд жертвоприношения и раздали мясо нуждающимся. Подробнее в следующем материале. С восхваления Всевышнего и чтения салавата пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, начался зикр в религиозном центре Хаджибяш. В мероприятии участвуют богословы, мириды, а также жители Ахмат-Юрта.
Зикр и Мавлид проходят по всей республике. Верующие приходят почтить память первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмад Хаджи, из-за кто бы он сволил дал газот обл дольцин, то бдебш, не исхилер бахница, то бдеба деб, турпл лица, ден лица, қонақчы лица, яхтсы, өздіңгі лица. Бусыл бденцы, елш яхш морзонс, тола туэлле, тахана дүниет ясдақш, сондай сон тахан алла, вай қомия. أحمد حاجين صرخ دلح يرساغ تهنا وين قوم سيل الدنيا ناقوش مخك ناقوش سيل توشي سي أيديش دوق ساغ دوهر تهنا. Собравшиеся вспоминают о заслугах и подвиге Ахмата Хаджи Кадырова. أحمد حاجي قردوق بيرك دالله وينم بس أحمد حاجي سا أتزامن جوحا أدمن حلق وادرم هنده دورها تأخوة تتلو شين يرشل زمن شوها شا دون الله قاتشة حنر قاتشة شجع علم أدول ديله علم سن دون شريعة علم سن علم تقول ديل شا يحلها ولا سوء سنت أخوش بس أغيت ندعوة ربع عندوش تغن لجدين عدوان برغت دولش ماشي دولش داخل إرسي دولش تحشو ولا ولا تجزع آخرا بوتش برت أردوش حلوة نوينا ويش تقاتشين دوش ديكني قاتشين دونا يبيك تحنجر دوخوش أحبوش كن بوش بولشارة تحسبعنا مغتن دون خز دونا يشتا حقا ديش دقا لوتش ميل لوش دعاء ديش خلر وشنا دال أحمد حاجي هولا دين خندول ديكا يديت صدر بوخشنون معنى وصون سينا دقم يسخم الجدال ديغلو الإزاء. Также в Ахмат-Юрте совершили обряд жертвоприношения. Мясо раздадут нуждающимся. Благотворительная акция проходит в честь Дня памяти и скорби. وقام يشتا أوكرانيا أحدهم لو حيوش من مصر ووش من دار ضربة عاصر بعض دولات أيوة زمان كحا سيغنسا طولمسا شهوس مليار دار كربال ويلسان دار دنيا دار دول ويل الحمد لله رب العالمين. أحمد سيلا تكبير الله أكبر. В память о трагических событиях региональный общественный фонд ежегодно проводит религиозные мероприятия и благотворительные акции. Больше 19 лет региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова помогает нуждающимся, поддерживает малоимущие семьи, сирот и инвалидов. Никто не остается без внимания и помощи. Диана Хармуш, Муса Даудов, Аслан Висхаев. Неделя. Масштабная благотворительная акция прошла и в Гудермесе. Малоимущим детям-сиротам, а также семьям погибших в зоне СВО раздали мясо жертвенных животных. Такую помощь организовал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Перед началом раздачи Кадя Гудермесского района вместе со всеми участниками акции прочитал дуа. Затем сотрудники правоохранительных органов района развезли помощь. Ее получили около 800 семей. مخداس رمزان عش الله دا دوقا ولز إشتو مخنا أمان عش صدوانا متشو مرغ ما عنده يون طبعا حقلو تدون ساق داقش دون غير مسنا يدقو دوق عش كوكر تيخ كي دوقو بلس بوان جن وبعد جن مش دوشة بيصلوا دا لا أكا سير دقون بوخ دا لا ساقو بودش وبلجان دا سنتي عكاس دول أعمل عش بعد لرشة أكا فرق مال دا الهور سنتر دا لا ساقو بودل تلوزن دل. В городе Шали также почтили память первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова и всех жертв трагических событий в истории чеченского народа. В центральной мечети «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего, собрались богословы, старейшины и местные жители. Вместе они прочитали мавлид и сделали дуа. دوعنيش ليش ثاغ دوخش إيش بولا ودعبيوتش ثاغن وين مخارة إثول مايدو أق شيء ذيش دي أول شراح وي حلقة بتشع وي مفتي خلول شولو وي مخ قينخ أحمد حجدال غادو تقبل دولتنا
أس ديل قيلة خلقين دوارة أق إشتي أحمد حج أقر حال دجالوتوش أق وي مخ تيزيات ألدوشل دينوش لقرش وي سبريغ بيلبولش بول دينا وي حلقر شولو طوامبولش خينا خلق نرش مسا أغور تتبعني اشتشي عاجليت خلقين بولش بول وي دينا وي وجري يجري يش دجالات مولد يشوش ساغا دوقش إشت غوش كات بول بوشيلرا ديل يالشنس أرغدولو صلى الله عليه وسلم مجدك شو غوش كات. Ко Дню памяти и скорби приурочили автопробег от героя к герою. Он посвящен первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову и герою Советского Союза Ханпашену Радилову. Инициаторами автопробега являются мэрия Грозного, региональная общественная организация Ассоциация ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов Чеченской Республики совместно с представительством главы Чеченской Республики Волгоградской области. Старт автопробега начался на территории мемориального комплекса «Слава» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Принять участие в торжественном мероприятии собрались представители мэрии, управления Росгвардии и общественных организаций. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров и герой Советского Союза Ханпашен Радилов являются истинными патриотами своего Отечества и достойными примером для подрастающего поколения. Управление Росгвардии по Чеченской Республике ежегодно выставляет свой экипаж в данной патриотической акции и поддерживает военно-историческую память народа. От лица командования поздравляем всех с наступающим праздником Великой Победы. Автопробег от героя к герою в регионе проходит ежегодно. Он посвящен памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова и героя Советского Союза Ханпашену Радилова. О важности сохранения исторической памяти героев страны рассказали участники мероприятия. Сегодня я желаю участникам автопробега, чтобы на каждой остановке, в каждом митинге говорили, рассказывали о героях, которые в свое время отдали свою жизнь за честь и свободу нашей Родины. Сегодня мы совершаем автопробег от музея имени Ахмата Хаджи Кадырова, который отдал свою жизнь за целостность российского государства. И Ханпашену Радилову, герой Советского Союза, который отдал свою жизнь за свободу нашей Родины. После официальной части участники автопробега почтили память первого президента Чеченской Республики возложением цветов к мемориальной плите. Далее колонна направилась в село Ахмат-Юрт. Здесь ветераны во главе с председателем Совета алимов Республики СКФО Хожахмедом Хаджи Кадыровым посетили могилу первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова и прочитали дуа. Турпул хочун, аж хуаттин дошло и кут, духмехалду и духмехалду. Впереди у автомобилистов маршрут длиной 800 километров. Отсюда колонна направилась в Волгоградскую область, чтобы посетить могилу героя Советского Союза Ханпашену Радилова. Диана Хармуш, Мусар Даудов, Малик Мурзаев, Аслан Висхаев. Неделя. Всероссийская акция «Огни памяти» прошла в Грозном. По случаю прибытия Вечного огня в столице состоялся автопробег. Он стартовал у Дома профсоюзов и завершился у памятника пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Организатором выступил Народный фронт. Целью акции является доставка символа Победы из Москвы в другие города России. После официальной части участники мероприятия возложили цветы и зажгли вечный огонь. Грозный, столица нашей республики, не мог стоять в стороне и не принимать участие в данной акции. Мы сегодня как раз из Москвы доставили этот огонь победы в наш город воинской славы. Безусловно, мы, отдавая дань памяти нашим предкам, не можем забыть о наших ребятах, которые принимали участие и принимают участие в специальной военной операции. Наши ребята, которые обеспечивают, воюют, рискуют своей жизнью, порой, к сожалению, и приходится отдавать свои жизни за безопасность нашей страны, за безопасность наших граждан Российской Федерации, защищая не только страну, но и семейные ценности, религиозные ценности,
которые у нас есть, они должны знать, что их подвиг также будут помнить столетиями. Власти Швеции выдали ордер на арест Расмуса Палудена, который публично сжигал Коран. А в Новой Зеландии растет количество мусульман. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Власти Швеции наконец проявили благоразумие. Прокуратура страны выдала ордер на арест лидера ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудена. Его возьмут под стражу, как только пересечет границу государства. Сам праворадикал считает выдвинутое обвинение смехотворным и отказывается воспринимать его всерьез. Стоит напомнить, что данный человек множество раз устраивал антиисламские акции, в которых посягал на самое святое – священный Коран. Американский политолог-мусульманин Халид Али Бейдун представил миру свою новую книгу. В ней описываются основные причины развития масштабной исламофобии. По мнению автора, главным рассадником этого направления является Европа и, в частности, США. Также в своей работе мужчина рассказывает о стереотипах и предубеждениях общества в отношении мусульман. Численность мусульманской общины индейцев маори стремительно растет. Как считают религоведы, это связано со схожестью их традиций с некоторыми пунктами ислама. Данное общество является коренным в Новой Зеландии. Численность их составляет свыше 750 тысяч человек. На территории США зафиксировано множество антиисламских акций. Зачинщик нескольких из них был задержан полицией. 36-летний мужчина устраивал поджоги в мечетях на территории разных штатов. За свои злодеяния он был объявлен в федеральный розыск. Сейчас преступник ожидает суда. Герой Новой Зеландии Абдул-Азиз Вахабзад получил приглашение от королевской семьи Великобритании на коронацию Чарльза III. В 2019 году он отважно противостоял террористу, напавшему на мечеть в Крайстчерче. В тот злополучный день мужчина пришел в исламский центр вместе с семьей. Увидев вооруженного преступника, он обезвредил его тяжелым предметом, первым, что попалось под руку. Если бы не его героические действия, количество жертв было бы куда больше. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. «Дары природы» – так в переводе с чеченского языка называется новое учебное пособие для учащихся начальных классов. Его выпустило Министерство образования и науки Республики. Первый тираж уже передали школам. Брошюры с яркими иллюстрациями облегчат обучение детей родному языку, уверены авторы издания. Surt gillen örsymmättä illustrerande olkoitsena. Hodia gillen surtolsh gushkilj sadolom yalah keo balah stom khastom yel sursati tada dalah daghlatat sun qiyata waqtuna adkhul berana mukhliykhul sonda deresel ve merkden Чобо куду угар киги угар жимчхена дин беш киги долчхена сена мот амар қиятам қолбалар долчхена дин кверт чудил диз ши қом хдаг нен мот бизар хар وحبه كنا وقوش كريغال نشكرية ديشرة حكمتي روك جوجل قيبو قدام العاشق خلا تانا ومخك ده ساغيلا أول شوي إشكوش ده عم نقل شوي قوي ده يعبر كتير. Исполнение нашидов, конкурсы на знание религии и биографии Ахмата Хаджи Кадырова. В Грозном прошел вечер нашидов, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики. Организовало мероприятие молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат» при поддержке Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Известные исполнители Департамента культуры мэрии Грозного выступили для посетителей с полюбившимися всем нашидами на чеченском и арабском языках, а участникам конкурса вручили подарки за правильные ответы. Данное мероприятие проводится для содействия духовно-нравственному воспитанию молодежи Чеченской Республики, а также чтобы подрастающее поколение знало о подвигах Ахмата Хаджи Кадырова. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. Адекю.